За эти 5 лет, сколько бы ни пытались и сломать, и купить волю крымских татар, ничего не получилось, кроме там небольшой кучки коллаборантов-отщепенцев, которые рассказывают, что якобы они здесь готовы умереть за народ, а по сути просто выполняют те преступные поручения от власти. В целом народ, скажем, сохраняет свое доброе имя, не прогибается, не ломается. Ну, я думаю, что с помощью Всевышнего нам и удастся выстоять. Как удается бороться за свои права? Как удается отстаивать право на язык, право на самоопределение? Возможно ли это вот сейчас в таких условиях? Ну, скажу так, что в Конституции Крыма, да, крымско-татарский язык наряду с украинским записаны как государственный. На практике за каждое такое, за право обучать детей на родном языке приходится бороться. Нужно писать заявление о том, чтобы организовали это обучение в классах, в школах. Ну, то есть на бумажке одно, в реалиях другое. То же самое за право жить в Крыму, за право, скажем, просто оставаться человеком. За все здесь надо бороться. Фактически прошло 5 лет, и юридически Мустафа Ага может вернуться в Крым, да, если вот не будет продлен этот запрет. Вы себе можете эту картину представить, что это может вот произойти сейчас? Я не думаю, что они разрешат Мустафа Ага въезд в Крым. Скорее всего, на мой взгляд, запрет будет продлен. Тем более вот последние запреты двум украинским журналистам, запреты были по 10 лет. Синоверу Кадырову вообще бессрочный запрет на въезд в Крым, его депортировали из Крыма, и никаких крайних сроков нет. То же самая ситуация с Ахтемом Чийгозом, Ильми Умеровым, у которых тоже де юре вроде бы никаких запретов нет, де-факто они не могут получить ответ, получить разрешение на въезд в Крым. Ну, такая ситуация, вроде бы, как говорится, и не запрещают, и въехать не могут. Рифата Чубарова, ну, в июне. Национальное движение всегда было сильно тем, что в любой трудной ситуации люди могли рассчитывать на поддержку друг друга. Понятное дело, что всегда это координировалось Меджлисом. Вот сейчас, когда лидеры Меджлиса, руководство Меджлиса находится не в Крыму, удается ли как-то взаимодействовать, находить возможности помогать людям, которые оказываются в сложной ситуации? Ну, скажем так, есть ряд проектов, да, созданных внутри национального движения. Это первый, когда пошли массовые аресты, это помощь детям, и была создана, скажем, такая группа, как Bizim Balonlar, наши дети, и собирали материальную помощь для того, чтобы оказывать поддержку тем семьям, которые сейчас временно оказались без родителей, без отца, отцы которых сейчас находятся в российских тюрьмах. Ну, сейчас новая волна пошла, скажем так, это на свадьбах, на каких-то других мероприятиях люди не только веселятся, но и вспоминают о тех семьях, которые сегодня оказывается в затруднительном положении. И акция называется «Милосердие», «Мирахаметлек». Собираются средства и тоже передаются в эти семьи, которые сейчас находятся, отцы которых находятся в тюремных застенках. Спасибо, спасибо, Зейр Ага. Это был Зейр Смедля, председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымско-татарского народа.